времени суток, дорогие телезрители. Вот и наступила долгожданная среда. Почему долгожданная, девочки? Да потому что в связи с майскими праздниками, к сожалению, так получилось, что наша среда выпала. Попадал на все праздники. На все праздники, и мы уже соскучились вот именно по нашему вещанию и, конечно же, по нашим любимым эфирам. И, как всегда, в городе женщин каждую среду с вами мы, Дарья Анкехова, Анастасия Кондакова и Мария Куницкая. Ну а тема нашего эфира сегодня – ох уж эти детки. И неспроста, ведь конец мая – это выпускные из детских садов, из школы, начальная школа, выпускные старших классов. В общем, хлопот и забот уйма, да? И, конечно, хотелось бы немножечко проанонсировать. Настя, что ты сегодня, чем поделишься с нами? Сегодня я буду рассказывать, как подготовиться к контрольной по английскому за короткие сроки. А что касаемо Маши? Ну, а я расскажу о том, как беспорядок, который часто создают наши дети, упорядочить и создать уют не только себе, но и так, чтобы дети могли пользоваться продуктами, которые очень сыпучие. Ну что, поехали? Поехали. Ну что ж, дорогие телезрители, как всегда, начало нашего эфира мы начинаем с лайфхаков от нашей Машеньки. Надо сказать, что утро у меня сегодня началось с некоторого волнения. Знаете, как неприятно, когда открываешь шкаф, берешь что-то, у тебя из рук все сыпется, ты не знаешь, за что схватиться, не то пакет убирать, не то, что там рассыпалось. Ну, в общем, я подумала сначала так, ну, я узнаю, кто это рассыпал, потом собралась, убрала, подумала, надо как-то сделать так, чтобы вот не рассыпалось никогда, чтобы было удобно. Нашла ответ. Простой лайфхак. И понадобится нам для этого опять пластиковая бутылка, ножницы. Ну, и еще для наглядности мы сделаем другой пакет. Очень удобная вещь для того, чтобы хранить продукты. Нам нужно пластиковую бутылку разрезать. Открываем, отрываем только верхнюю часть. Достаточно небольшого кусочка. Выравниваем. То есть только горлышко? Да, отрезаем только горлышко. Вот такой, как воронковидное получается. Здесь у нас используется пакет родной, но можно использовать другие. Я, допустим, раньше пользовалась, ну, чем я только не пользовалась. Я вот такие прищепки использую, и обычные бельевые, и резинками закрываю. Но вот этот способ действительно очень рациональный и очень удобный. Даже вот что можно сделать. Можно сейчас закрыть именно этот пакет, но можно еще упростить задачу. Пересыпать в обычный полиэтиленовый пакет. И у этого способа хранения есть свои плюсы, и причем радикальные плюсы. Мы, значит, просовываем пакет вот в отрезанное горлышко. Вот так у вас получается. Можно что сделать? Можно зафиксировать резинкой для денег. Горлышко вот так вот. Маш, Вот. как все просто оказывается, Да. да? У меня вот И целая проблема. закрывать крышкой. У вас получается такой пакет, знаете, похож на грелку для льда. Вот. Но смотрите, какие плюсы есть у этого способа хранения. Если вам вдруг понадобился сыпучий продукт, сахар, вы что можете делать? Смотрите. Вы высыпаете прямо из горлышка. Смотрите, как удобно. Больше того, а теперь смотрите, что можно сделать. Вы снимаете резинку таким образом. У вас воронка, и можно высыпать обратно. А, вот оно что. То есть это так, можно сказать, два в одном, да? Да не то слово просто, как Может воронка, быть, даже и как 10 в одном. закрывашка. Посмотрите, смотрите, как аккуратно. Во-первых, даже если вы случайно выронили пакет, он не рассыпется. А как это будет выглядеть вот на родном пакете? Вот, родной пакет, вот, обратите внимание, вот мы открываем. Вот здесь у меня пшено. Точно так же отрезали. Вот, точно так же, тоже высыпается так же удобно. Только он более плотный. И закрываем точно так же. Можно даже защелкнуть. Ой, пардон, сейчас вот это закроем. Можно использовать без резинки. Резинки просто для удобства я использую, чтобы она фиксировалась все-таки. Но места занимает действительно мало. Вот, пожалуйста. Рис. Ну, еще можно сделать, если, допустим, вы хотите знать, какие у вас продукты там остались. Я делаю вот таким образом. Я вырезаю этикетку.
И в пакет, ну, потому что пакеты вот эти я не очень люблю, на самом деле они рвутся, можно положить этикетку, и вы будете знать, какой у вас здесь рис. Вот таким образом. То есть есть такие любители точного знания, где какая Маша, крупа. мне кажется, это действительно очень нужно, потому что для людей, вот, допустим, я еще не купила никаких баночек для сыпучих продуктов. Да, совершенно верно. Баночки не нужны, можно Да, просто косые. использовать. Ну, вот это, так. знаете, вот это идеальный вариант, конечно, для тех, у кого мало места в доме, потому что баночки, конечно, больше места занимают. Ну, все, ребята, на этом наш лайфхак закончен. Дорогие телезрители, мы с вами продолжаем эфир. И с вами я, Анастасия Кондакова, учитель английского языка. А что мы сегодня будем делать? Конечно же, приближаются выпускные в садиках, в школе и так далее, да? Но еще приближаются контрольные. В начальных классах они особенно страшны, да? Особенно в Все первых боятся, классах. особенно родители, наверное, да, боятся этих контрольных. Больше родителей, чем дети. И родители настраивают детей. Да. Ну что делать, если ребенок недостаточно уверенно себя чувствует на контрольной по английскому языку, и недостаточно слов он знает, да, то есть, грубо говоря, не очень хорошо подготовлен. Что я рекомендую в этом случае? Это лайфхак. У меня, кстати, очень много родителей приходят за 3 недели до контрольной и просят: Анастасия Сергеевна, пожалуйста, помогите сдать контрольную на 5 или 4. Что я делаю? Самое главное, это нужно взять учебник ребенка, да, именно не какой-либо, а вот, допустим, у моей девочки такой вот Rainbow English, да, вся информация, кстати, у этого учебника, можно даже, как сказать, ее полностью не проходить, она в конце. Открываем страницы, и здесь в конце вам дается вокабуляр. Смотрите. Ну, для тех, кто не знает, что такое вокабуляр, словарик. проще говоря, как словарь слов. Да, словарик в конце, список слов, которые ребенок должен знать в конце третьего года. Да, к концу года. И что мы делаем? Самое главное, я всегда говорю, что английский язык — это язык, а язык — это что? Слова. То есть чем больше слов мы знаем, дорогие телезрители, тем лучше мы знаем английский язык. Поэтому слова, еще раз слова. То есть не стоит подавляться элочки-людоедочки. Да. Так, ребята, что мы делаем? Я тут посчитала, если мы готовимся за 30 дней до контрольной, то есть, за месяц, да, в данном учебнике всего новых слов 536. Да, 536. Ну, это на год, там, да? Да, на год. И в этих 536 словах имеются артикли, да, такие как а, з, то есть вместе с ними. Что мы делаем? 536 мы делим на 30 дней, то есть каждый день, получается, нам всего-навсего надо будет учить по 17 слов. Всего-навсего. Всего-навсего 17 слов. Ну, и надеемся на то, что из этих... день разделить на часы? Нет. А будем надеяться, что из этих 17 слов ребенок все-таки знает хотя бы парочку, да? А значит, уже 15 слов в день. То есть это реально. Даже если в час одно слово, это 17 часов. Это очень, кажется, что очень много. На самом деле это реальная цифра. Если мы знаем методику запоминания слов. Та-да-да-дан! То есть это еще не главная хитрость. Что для этого нужно? Всего лишь 3, максимум 5 минут вашего времени. Да? Мы просто берем 17 этих слов новых, придумываем ассоциации, как я вас учила, в самом дорогие начале, зрители, да. И все, ребенок запомнил. Кстати, это очень весело. Так, итого получается у нас 536 новых слов за 1 месяц, и ребенок успешно сдаст контрольную. Дальше, если мы, сейчас, допустим, 16 мая, да, допустим, контрольная будет 25 мая, осталось всего 10 дней, тогда получается в рекордных там 53 слова в день, но это действительно очень много. Будет успешно, если вы, конечно же, запомните хотя бы 20 слов, да, из этих 50-30. А может быть, сделать еще 53. отсев слов? Допустим, сходные слова не записывать. Или однокоренные слова. Может быть, так сделать? Смотрите, да, можно там, конечно, есть однокоренные слова, но их уже, конечно, легче запоминать. Намного легче.
Так, и смотрите, мы с вами выучили эти слова, подготовились за 10 дней. Ребенок себя уже, самое главное, уверенно чувствует. Да? Здесь самое главное в контрольной – это уверенность. Бывает, очень много раз я сталкивалась с тем, что ребенок знает слова, знает грамматику, но почему-то у него возникает вот этот страх перед контрольной работой. Это было очень много раз, это очень актуально. В чем же проблема? Проблема в том, что ребенок неуверенно себя чувствует. Да? Что здесь посоветуешь, Настя? Как избавиться? Это самое главное – это подготовка. Только так. Если ребенок готовится, если вы занимаетесь ребенком хотя бы 5 минут в день, тогда ребенок уже спокойно себя чувствует. Очень спокойно. А мне понравилось запоминание слов с мячиком. Да. Когда мне в грудь мяч прилетел, я на всю жизнь это слово. Настя, ну то есть, по сути, подготовиться к экзаменам нужно, вот, занимаясь дома, хотя бы по 5-10 минут в день. Да. И именно изучая новые слова, которые ты не знаешь. Но а что касаемо, вот, мы же знаем, что все-таки ты увлекаешься фэн-шуем и увлекаешься вот мотивацией. Вот как промотивировать ребенка к успешному сдаче экзамена? Спасибо большое. Это вот я как раз-таки хотела это сказать. Ребята, точнее, дорогие телезрители, родители, я хочу донести до вас, что самое главное – это сохранить отношения со своим ребенком. Если вы занимаетесь ребенком, и все идет как-то, ну, не очень успешно, то есть вы ссоритесь, ну, бывает такое, все мы люди, да, в этом случае я рекомендую воспользоваться услугами репетитора. Да, уж лучше я заплачу хорошему репетитору деньги и сохраню отношения со своим ребенком. Это самое главное. Нежели ты поругаешься, напугаешь, и Да, экзамен и сразу будет провален. вспомнился анекдот по этому поводу. Сынок, тебе много задали? Ой, мама, тебе сегодня орать и орать. Вот, чтобы такого не было, обращайтесь тогда к специалистам, либо же все-таки наберитесь терпения и подготовьте свое милое чадо к выпускным экзаменам, будь то начальная школа, либо уже старший класс. И напоследок, самое главное, я хочу сказать, что, дорогие родители, не оценивайте способности умственные вашего ребенка по оценкам в школе. Это очень важно. Это очень важно. Настя, это замечательно. Золотые слова. Это просто золотые слова, действительно. Ну что, дорогие друзья, не переключайтесь, оставайтесь с нами, ведь впереди все самое интересное, а мы уходим на рекламную паузу. И снова здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И тема сегодня у нас наболевшая, наверное, для многих, ведь конец мая ассоциируется у нас с различными майскими праздниками, в том числе выпускными из детских садов и школ. И, конечно, здесь многие мамочки, в том числе я, в связи с тем, что у меня... За голову. Хватаюсь за голову, бегаю, переживаю, что одеть, куда отвезти, как отпраздновать. Это замечательное событие в жизни каждого ребенка, и именно поэтому сегодня мы говорим на эту тему. Ну что, девочки, выпускные, дни рождения, что делать, куда бежать? В первую очередь, конечно, хотелось бы, да, вспомнить и, конечно, понадеяться на то, что в городе есть профессионалы в этом деле, которые готовы помочь. И, конечно же, в городе должны быть учреждения, куда можно прийти и отметить различные детские мероприятия. И одно из них в нашем городе, наверное, самое популярное, это развлекательный центр «Мандарин». И сегодня в «Город женщин» мы пригласили бессменного руководителя Наталью Василенко. Здравствуйте. Здравствуйте. А также Екатерину Сычеву, которая является менеджером развлекательного центра «Мандарин». Здравствуйте, добро пожаловать в «Город женщин». Всем хорошего солнечного дня. Сегодня наконец-то солнце. Да. Ну, Наталья, такое ощущение, вот мы сегодня с девочками разговаривали до эфира, вспоминали, когда появился «Мандарин». Вот такое ощущение, что «Мандарин» в нашем городе уже существует очень давно. Мы даже и не вспомнили, то ли 5 лет, то ли 10 лет. Мы просто потерялись во времени. Ну, а если вспомнить, вернуться назад в будущее, назад в прошлое. Хорошо, назад в будущее. Назад в прошлое. Вот когда появился «Мандарин»? Ну, на самом деле, нам всего 6 лет, не так давно исполнилось. Вот, и у меня тоже такое же ощущение, поверьте, да, что нам уже намного больше. Вот, и когда мы начинали, мы были первые в городе Якутске, и на сегодняшний день остаемся самым таким крупным центром развлекательным. Но мы не совсем детский, мы семейный центр, я бы так сказала. Семейный центр. Ну вот по прошествии времени, вот вы можете определить для себя вашу функцию вот как руководителя или все-таки как аниматора больше? Вот как вы себя расцениваете? Больше развлекательный или все-таки бизнес-вумен?
как вы себя... Нет, я, безусловно, руководитель, потому что на мне ответственность за этот проект полностью находится. А если расценивать нас всех и нашу команду, потому что один человек, он никогда не будет успешен. Только вместе, только сообща можно добиваться успехов. И наша основная миссия – это дарить радость. Вот, поэтому мы вот как бы с этим посылом каждый день идем на работу, и как бы там ни было сложно, то есть мы идем дарить радость людям. Наталья, а вот подскажите, когда вы начинали все это, ведь вы стоите у истоков организации, да, «Мандарина», вот а вы все-таки тогда побаивались ли? Ведь не было в городе аналогичных, вообще аналогичных центров у нас не было, да? Вот боялись ли вы, поймут ли люди, не поймут, какое будущее? Ведь здесь же нужно постоянно Получится, не развиваться. получится, да. Нельзя же просто поставить 4 стены, забить ее и все. Я ведь знаю, что вы очень активно все время внедряете что-то новое. Но на месте стоять нельзя, потому что и требования наших гостей, они тоже меняются. Люди сейчас достаточно активно выезжают за пределы республики, видят что-то новое. Да, сравнивать могут. Да, могут сравнивать, и мы должны этому соответствовать. Когда мы начинали, конечно, мы тоже где-то методом проб и ошибок шли, и постоянно что-то приходится делать и совершенствовать свою работу. Страха не было, вот, и мы профессионализм как-то стараемся совершенствовать и учиться, и вот уже столько всего поменяли, что даже порой кажется, ну что еще? Ну что еще можно? Чем еще удивить? Чем да? еще удивить? Постоянный такой стимул. Чем же еще удивить, да, детишек и их родителей? Ну вот что касаемо дня рождения, да, ну это отдельная просто история, потому что, наверное, нет практически, наверное, ни одной семьи, кто не отмечал. Хотя бы раз обязательно кто-нибудь был в Кто-нибудь, да, «Мандарине». отмечал день рождения в «Мандарине». Или у кого-нибудь были. Для тех, кто, возможно, еще не знает, да, что такое день рождения в «Мандарине», это целый отдельный пакет услуг. И вот об этом нам расскажет подробнее Екатерина, да? Развлекательный центр «Мандарин» каждый год разрабатывает новые пакетные предложения праздников под ключ для разной возрастной категории, то есть от самых маленьких детей и старше. Для милых оболтусов. То есть Ну, можно так самое главное, что это вот именно, вы говорите, целый пакет услуг. То есть туда включено и питание, и развлечения, Веселые и анимация. аниматоры, полностью. Некоторые пакеты, вот, например, новые, которые новинки у нас вышли, это мастер-шеф. То есть ребятишки под руководством опытного шеф-повара готовят различные блюда. Также есть пакет на хайпе, который включает в себя 2 часа игры в боулинг и час дискотеки с аниматором. То есть там их танцам учат, да? Или? Да, там флешмобы Это вообще, разные. эта идея пришла вот просто находясь в зале, вот когда, как этот пакет на хайпе родился. И мы все время смотрим, что детям сейчас ну просто безумно нравится двигаться под разные миксы. Да. Современные да? Танцоры. Да. И вот как-то просто реально ночью была То есть у вас такая дэнс-услуга, да? дэнс-услуга, да. И им как бы вот это очень нравится. И таким образом вот родился этот пакет на хайпе, как такой модный, современный. Да, то есть можно и спортивные состязания, да, то есть вкусно поели, занялись спортом, поиграли, натанцевались. Ну, если еще хотите аниматоров, пожалуйста, все к вашим услугам и все в одном месте. Ой, я знаю еще, какую услугу можно добавить. Если кто устал, спать уложить. С этим у нас проблема точно. Тихий час, да? Хорошо. А вот если вот говорить еще о новинках, да, помимо вот пакета услуг вот такого, еще, я знаю, у вас есть какие-то внедрения. Одно из них, это вот, если не ошибаюсь, какое-то... Кулинарная школа. Кулинарная школа. Летний кулинарный лагерь. Да, также набирается группа детей, которые также под руководством шеф-повара готовят различные блюда, также слушают лекции, в то же время еще и аниматоры присутствуют. То есть можно прийти в летнее время, ведь детей-то занять нечем, да, на улице-то нагуляемся, а можно же провести время с пользой, еще и приготовить что-то вкусное. Совершенно А что верно. там учат готовить? Чему учат? Ну вот даже прошлый год я вот еще преподаю периодически, так получается, вот. И мы столкнулись даже с тем, что многие даже национальную кухню не знают. И вот в прошлом году у нас в программе были именно блюда национальной кухни, там и пельмени, и лепешки, и там... И прям детям нравится. А можно по заказу родителей? Вы знаете, хочу, чтобы моя дочка в следующем году мне борщ приготовила. Вот, на самом деле, вот в эти пакеты мы складываем очень хороший смысл, по большому счету. Мы пытаемся профориентацию проводить. шикарно. На самом деле, вот на этом мы не зарабатываем, поверьте, да, то есть это больше профориентационная работа, потому что, ну, не все могут быть юристами, директорами и финансистами, да, кто-то должен, а я считаю,
сказать, что вот профессия повара, она, безусловно, очень перспективная. Всегда очень будешь актуальная. очень актуальна, она очень Есть хочется интересная. всегда. Есть хочется всегда, и ты всегда будешь, как говорится, в тренде, будешь совершенствоваться. И, возможно, именно с мандарина начнется Начнется увлечение, карьера, да. кулинарии у многих детей, да, как здорово. А вот что касаемо все-таки, давайте вернемся к такой актуальной теме безопасности. Ведь многие родители сейчас просто боятся отводить своих детей вот в места Массовость, да. массового скопления детей. Что касаемо мандарина здесь? Я думаю, что я здесь, как никто другой, могу дать рекомендации, потому что, на самом деле, вспоминая эту трагедию, я думаю, до сих пор мы все от нее еще не отошли. Вот, и мы проходили тоже все проверки. Это было очень сложно морально, по большей части. Но я могу сказать про наш объект, что нам повезло, когда мы проектировали, мы учли эти все вещи, да, ну, в плане безопасности. У нас 3 пожарных эвакуационных выхода на каждом этаже. Вот. Но я бы порекомендовала родителям обратить внимание на самих себя. Вот честно скажу, вот сколько мы работаем в бизнесе, дети у нас замечательные. Вот с родителями есть проблемы в плане воспитания. То есть на самом деле, когда вы приходите в места массового пребывания людей, это большей частью ваша задача побеспокоиться, как вы будете и где вы будете эвакуироваться. Безусловно, есть планы эвакуации, но они достаточно сложные, нечитабельные, да, и вы Да, они, можете, кстати, в принципе, очень проблематичны. да, и вы можете, в принципе, придя в заведение, Изучить. задать вопрос администратору центра, сотруднику центра и попросить показать, где я буду эвакуироваться в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Кому я могу обратиться там за аптечкой, ну, то есть куда я могу позвонить там и так далее. То есть лучше об этом это нормальный позаботиться вопрос. заранее. Для вас, для ваших сотрудников, Нормально. если это не будут на меня Нормально. смотреть, ну, мамаша. Нет, это нормально. То есть у нас есть понятие пожарный расчет, и каждый сотрудник в этом пожарном расчете выполняет свой определенно строго отведенный функционал в случае чрезвычайной ситуации. А как у вас вот с помещением? Вы расширяетесь? У вас есть возможность расширения? Нет, расширения у меня возможностей нет, поэтому мы периодически что-то меняем. Меняете зоны, да, да? меняем зоны. То есть вот я сейчас говорю, мы вот сделали кулинарную студию, перенесли предзатеку, Ой, здорово. сделали замечательные мягкие зоны, красивые лайтбоксы, оборудование вот каждый раз привозим какое-то новое. Причем акцент делаем сейчас на развитие, на тактильное развитие, на моторику рук. Вот То есть эти больше все вещи. мастер-классов, да, у вас? Да, ну то есть вот чтобы дети и отдыхали, в то же время как-то развивали, чтобы вы могли свой досуг как-то совмещать полезное с приятным. То есть мы Я вот вашего сумасшедшего профессора помню. работает наш Чудесный, вообще чудесный. Мы его даже в школу приглашали. Как здорово. А вот что касаемо, как раз уж мы заговорили про профессора, ведь, наверное, все-таки залог вашего успеха – это, конечно, ваши сотрудники, и в том числе вот аниматоры. С этим вообще в городе нашем огромная проблема, потому что я сама через это все прошла, ведь в своей молодости, так сказать, я работала с ребятишками. Это настолько сложно, это нужно иметь талант, когда 40 детей вокруг тебя, а ты Орут. работаешь час минимум, а то и 2, и 3, привлечь внимание и так далее. Вот где вы находите своих вот этих уникальных аниматоров? Вы знаете, как-то люди к нам в нашу команду приходят вот абсолютно случайно. Я просто вам пример расскажу. Год назад меня пригласили в школу на птицефабрике, номер, к сожалению, не помню. 19. Да, как предпринимателя рассказать, что такое бизнес, как его вести и так далее. И после встречи ребята меня окружили, вот это как раз в мае месяце было. Подошла ко мне девочка: а можно к вам на работу устроиться? Я говорю, да, конечно. И вот эта девочка у нас сейчас уже вот больше года работает аниматором, и причем она вывозит вот на себе вот мужественно, вот как вы говорите, вот эти 40 детей, вот, помогает родителям, то есть она учится и работает, то есть и как бы зарабатывает себе на жизнь, вот таким образом. Ну, с аниматорами все время мы работаем, я говорю, даже вплоть до того, что бывает, вот выхожу и говорю, какие треки нужно ставить, потому что я всегда в тренде. Ой, Наталья, Грамотный а у меня, Наталья, руководитель, у меня да? такой вопрос. Вот знаете, есть такая песня: оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевое Я знаю море, все эти оранжевый верблюд. Вот у вас оранжевый цвет, он такой главный. Это как по фэншую, или вы Мандарин, какие-то да. там, да, мандаринов. Все-таки что-то такое вот у вас На там. самом деле, когда открывали привлечённые мандарин это праздник детства, Да, Новый да, год да. там и так далее. Но сейчас уже выросло целое поколение, для которых мандарин это уже не ассоциируется с Да-да-да-да-да. какими-то вещами. И поэтому, вот что вы говорите, песня, да, вот мандариновое детство. Если мы сейчас включим эту песню и LJ, например, да, то дети будут под LJ танцевать. Нет, а вот под для розовое. вас, а для вас лично оранжевый цвет. Вот он, вы почему именно его выбрали?
Все-таки он такой привлекательный достаточно. Он яркий, но мы на самом деле, вы, наверное, давно у нас не были. Нет, Мы от него уже отходим. эмблема-то у вас мандариново-оранжевая. Все-таки она... Но мы немножко уже отходим от этой концепции, уходим в более другие тона, такие более теплые, потому что когда его слишком много, это тоже не есть хорошо. Мне очень нравится, вот как родителю, когда я прихожу в мандарин, атмосфера, эмоции. То есть вы всегда вот чувствуете, что люди работают на людей. Да, не ради как денег, да, как говорится, а вот больше хотят подарить вот радость, эмоции, праздник. Мне это очень нравится. Ну вот, а что касаемо ваших пожеланий всем нашим телезрителям, и, конечно, давайте призовем всех провести время, да, свое свободное, Мандарине. грядущие каникулы, выпускные в мандарине, и вот буквально несколько секунд вот от руководителя. Ну, дорогие наши гости, мы вас очень любим искренне, всегда ждем, всегда поможем вам организовать выпускные праздники, индивидуально подойдем ко всем. Ну и хочу сказать нашим мамочкам, любите своих детишек, берегите их, берегите друг друга, радуйтесь жизни. Ну, а мы всегда поможем вам ваш досуг организовать. Спасибо большое. Мы Замечательно. желаем мандарину процветания. Ну а с вами, дорогие телезрители, мы увидимся сразу после рекламной паузы. Оставайтесь с нами. Ну что, дорогие друзья, скоро лето, солнышко уже показалось, скоро платье будем менять на все оголеннее и оголеннее наряды, значит, на наших телах. Немножко устрашает. Да, купальник, да, но это, конечно, на пляже, давай каждому свое место. Купальник, может быть, кого-то сейчас не устраивает. Смотришь в зеркало, думаешь, господи, тут вылезла, там не лишнее. Как от этого избавиться? Большая Мы сейчас смотрим проблема. сюжет, знаете, для кого? Для тех, у кого мало времени, и им надо похудеть. Внимание на экран. Девочки, вы готовы к лету? Еще нет? Тогда я расскажу вам про 20-минутную тренировку, которая заменяет 2-3 часа работы в зале. Только представьте, какая экономия времени. Ну что, давайте скорее уже пробовать. Для начала мы заполняем анкету. Это делается для того, чтобы наша тренировка прошла максимально безопасно. Меня зовут Дмитрий, я буду сегодня вашим персональным тренером. Пока я буду изучать вашу анкету, вы можете идти переодеваться. Я вас встречу в зале. Итак, здесь место, где переодеваются. Приходим сюда налегке, ведь здесь предусмотрено все, вплоть до нижнего белья. Здесь предоставляется спортивная форма, одноразовые носочки, одноразовое бикини, полотенце и другие средства гигиены. А сейчас я переодеваюсь, и вам сюда нельзя. Маргарита, я ознакомился с анкетой, противопоказаний нет, мы можем приступать к тренировкам. Если честно, не терпится скорее начать. Сначала мы надеваем костюм. Размеры есть разные, от маленьких до больших. Тренер все регулирует и фиксирует, поэтому переживать по этому поводу не стоит. МС-тренировка – это электромиостимуляция, то есть искусственное сокращение мышц при воздействии электроимпульсов. Мышцы работают даже если мы просто стоим, но мы-то стоять не будем, а будем выполнять упражнения, чтобы добиться стопроцентного результата. Сокращение идет 6000 в минуту. То бишь за минуту вас сжимает и разжимает 6000 раз. Вы посмотрите, как сокращаются мои мышцы. Чтобы привыкнуть к импульсам, нам надо разогреться, то есть поднять температуру тела. Мы побежали, просто бег на месте. Кажется, что тренер дает простые упражнения, но за счет искусственного сокращения мышц нагрузка усиливается в несколько раз. Не зря говорят, что это фитнес будущего, который очень эффективен и значительно экономит время. Нагрузки на суставы нет, поэтому тренировка абсолютно безопасна. Так, ну что, Маргарита, приступим к самой последней заключительной стадии. Это лимфодренажный массаж, чтобы просто такая некая заминка успокоить наши мышцы после тренировки. Эх, после прекрасного и расслабляющего массажа можно смело отправиться в душ, в котором есть все необходимое. 20 минут такой тренировки вы действительно ощущаете результат, чувствуете некую внутреннюю легкость. Тренер всегда находился рядом, помещение достаточно большое, и здесь находилась только одна я. И места, в принципе, вполне хватит для того, чтобы привести сюда своего ребенка и с пользой провести 20 минут.
Fit & Go всегда рады своим клиентам и специально для них действуют различные акции. Занимайтесь спортом и экономьте свое время. Я вот сейчас посмотрела, еще хочу добавить, что вот эта электростимуляция, она еще стимулирует обменные процессы в коже и подтягивает кожу. Да, возможно. Потому что многие очень ходят качаться в качалку, кожа обвисает, а потом ходят в косметические процедуры электротоками и подтягивают себе всякие обвисшие места. Вот, пожалуйста. А тут Обвисшие сразу места. все в одном флаконе. То есть, Машенька, после просмотра сюжета появилось желание попробовать на себе? Конечно. Обязательно 100%. обвисшие места подтянуть. Отлично. Ну что, девочки, это все, мы ушли немножечко от нашей темы. Основная тема нашего эфира сегодня «Ох уж эти детки». И впереди 26 мая грядет грандиозное событие в нашем городе, которое будет проводиться у нас впервые. Слышали вы что-то про мама-пати? Нет. Ну, я сегодня услышала от тебя, а так не слышала. Итак, 26 мая пройдет мама-пати. Полное название – это «Пикник радости». Ой, как О вкусно. чем же это мероприятие, что там будет происходить, мы узнаем прямо сейчас, потому что в город женщин мы пригласили организаторов. Это Екатерина Акимова, а также Ольга Крылова. Приветствуем, девочки! Итак, добрый день. Лица, у нас Добрый день. знакомые лица. Екатерина у нас является ведущей семинаров, бесед по профилактике правонарушений. Она у нас многодетная мама, а также уже и бабушка. Это И была у нас в гостях. мы с ней уже Была. знакомы, да. А рядом со мной находится Ольга Крылова. Она у нас является фудблогером, автором рубрики в кулинарном журнале «Вкусная шкатулка рецептов», мама двоих детей. В общем, это очень активные мамочки, одним словом, которые решили провести вот такое замечательное мероприятие. Ну и первый вопрос будет адресован к Екатерине. Что за мама-пати? Из чего вдруг появилась такая идея провести его в нашем городе? Ну, мама-пати это такое мероприятие, направленное на организацию досуга, да, женщин беременных, женщин с детьми. Это вообще мероприятие федерального назначения, оно проходит уже, у нас будет проходить в нашем городе первый раз, а вообще уже было в 2 городах, Москве и Алматы, проходило уже 8 раз. Да вы что, то есть там оно прижилось? Да, оно прожилось и, мало того, расширяет свою географию, то есть скоро подключатся и другие города. Поэтому, естественно, мы планируем такие мероприятия проводить. Это раз в год или... Мы, несколько? в Москве это, по-моему, раза 4 или 5 уже было. Ну, раз в год проводится, да? 4 раза в год. 4 Да. раза в год, А, каждый здорово. сезон. А что там все-таки происходит? Вот мы собрались. Вот. По поводу программы, наверное, расскажет нам подробнее Ольга. Ну, вообще мы подготовили очень интересную, познавательную программу для наших мамочек, для деток. Программа у нас будет разделена на 2 зоны, то есть это будет зона семинаров и активных тренингов на главной сцене и зона мастер-классов для детей и их родителей уже на отдельной зоне. Мероприятие будет проходить в парке, поэтому площади у нас огромные. На главной сцене, получается, у нас будет открытие. Открывать у нас будет мероприятие танцевальный коллектив «Калейдоскоп». Будет очень интересный семинар от Алены Алексеевой, автора семинаров для женщин «Лаборатория счастья» и главного редактора «Якутянка». Она будет говорить о роли женщины в семье. Потом пройдет активный тренинг от Любови Кычкиной, от стилиста, которая уже будет демонстрировать на моделях, как мамочкам вообще выглядеть стильно ну, вот, каждое время года, получается, да, начиная с лета до зимы. Екатерина у нас проведет отличный семинар, посвященный воспитанию детей. Также будет полезный очень практикум по грудному вскармливанию. Да что, то есть такие очень правильные, познавательные семинары, которые несут за собой, ну, прям такую очень важную информацию для любой мамочки. Так. Кроме семинаров, как бы, чтобы наши гости не заскучали, да, мы разбавим их различными конкурсами, такие как арт-показ «Счастливые животики». Вот этот поподробнее отсюда. Арт-показ «Счастливые животики». Дорогие мамочки, да, в положении, это специально для вас. Да, арт-показ «Счастливые животики». Мы сейчас как раз проводим запись на все конкурсы, которые у нас будут, активности на сайте Мама-Пати и в Инстаграме тоже на странице Мама-Пати. Поэтому, дорогие якутянки, участвуйте.
участвуйте активно, призы классные будут. Ну, проведете время с пользой, скажем так. А да? что еще по поводу конкурсов? Где наши дорогие любимые телезрительницы могут принять участие? Если уж не в положении, в животиках не можем принять участие. Какие еще конкурсные программы Будет будут? дефиле колясок. Ой, как здорово. Да, для дефиле колясок мы ищем тоже также мамочек уже с детьми, то есть состоявшихся мам, да. И будет конкурс костюмов. Ну, для Да, ребятишек. костюмов для ребятишек. «Цветы жизни» условно мы пока так назвали этот конкурс. Много всего здорово. интересного. Ну, да? очень Вот, интересно. поэтому из подручных материалов, мамочки, пожалуйста, изготавливайте костюмы, участвуйте с детками в наших конкурсах. А те мамочки, которые зарегистрируются у нас на сайте «Мама Пати» и получат бесплатный пригласительный билет, они могут поучаствовать в конце программы нашей развлекательной в лотерее и могут выиграть какие-то призы. То есть это будет такой очень насыщенный день. И мастер-классы, да, и семинары, да, еще и развлекательная программа, а в конце еще что-то можно и получить, да? Да, действительно. Это начало во сколько будет? Начало в 12 у нас запланировано, но гости уже могут с 11 часов прийти, осмотреться, ознакомиться с программой, понять, куда им больше, интереснее будет сходить с А по территории, как много места вы будете занимать? Мы будем занимать практически всю территорию парка, точечно расположимся, карта будет на месте. Карта будет. Да, Ой, как здорово. То есть там- будет навигация, и родителям будет легко очень найти. Ну, Вот, да. у меня возник такой вопрос. Ну, замечательное, достаточно глобальное мероприятие. Да. А кто вам помогает во всем этом? Неужели у нас столько много активных мам, которые вот собрались и все вот сами все придумали и сделали? Ну, в Якутске мы этим занимаемся вдвоем. Нам помогают, конечно, московские партнеры, которые сами придумали это мероприятие. Мы вот с ними связались, они нам активно помогают по продвижению, по различным каким-то регистрациям партнеров, там, кто хочет нам помогать, участвовать здесь, да? Делятся опытом. Ну, и тогда возникает вопрос, а для чего нужны подобные мероприятия? Ну, вот вам зачем это все, девочки? Ну, я как многодетная мама, также у меня внучка, как уже сказали. Для меня это, конечно, очень актуально, потому что, во-первых, у нас очень длинная зима. Да. Это очень тяжело, потому что в нашем городе очень мало мест, куда можно с детьми сходить и повеселиться. Поэтому это мероприятие мы решили сделать как начало лета, такое, чтобы как пробуждение, чтобы мамочки пришли с ребятишками, отдохнули хорошенечко так и почувствовали, что вот уже. То есть это такое актуальное мероприятие, где можно не только отдохнуть, но и получить ценные знания. Кстати, вот доказано, что мамочки, да, которые сидят в декрете или беременные женщины, они должны разговаривать тоже с женщинами, да, тем самым получается наполнение, обмен энергией. Да? Женщина энергична, значит, что она счастливая, а счастлива женщина, счастлива ее семья. Так что это очень полезное мероприятие для Я всей бы семьи. хотела дополнить, что одной из целей также мероприятия является знакомство мамочек города друг с другом, обмен опытом какой-то. То есть, наверное, скорее всего, после вашего мероприятия появятся, наверное, группы в социальных сетях «Мама Пати», «Мама Пати» 18-го года, «Мама Пати» 19-го года, и там у нас будет просто тысячи активных мамочек. Мы были бы рады, если бы это действительно было так, потому что мероприятие не разовое, это не разовая акция. Мы планируем проводить его в год несколько раз, поэтому надеемся, что получим очень такой живой отклик в лице родителей. Напомните, пожалуйста, какого числа? 26 мая в парке в 12 часов. Будем рады всех видеть. Я желаю вам хорошей погоды. Да, кстати, погоду обещают хорошую, 18 градусов, переменная облачность, без дождя, поэтому будет очень комфортно. Полный штиль. Ну что, дорогие телезрители, анонсируем еще раз. 26 мая в нашем городе впервые будет проходить «Мама Пати». Это праздник не только для активных мамочек, это праздник для всей семьи, в том числе ваших замечательных детишек. Поэтому не сидим дома, не скучаем, а идем, знакомимся с потрясающими мамочками, принимаем активное участие, получаем призы. Мы, конечно, представляем друг друга. Регистрироваться надо уже сейчас. Ну что ж, а мы уходим на короткую рекламную паузу. Итак, мы продолжаем наш эфир. К сожалению, у нас остается совсем немножко времени, но отныне в городе женщин каждую среду присутствует еще одна наша
соведущая, эксперт в мире моды. Это Бема Лазарева. Мы приветствуем ее вновь в нашей студии. Проходи, Бемочка. Здравствуйте. Здравствуйте, всем привет. Привет. Ну, во-первых, мы рады тому, что Бема у нас прилетела с отпуска, с новыми идеями, с новыми эмоциями, да? Ну а сегодня тема нашего эфира, Бема, это «Ох уж эти детки». Да. И мы знаем, что ты у нас разбираешься не только в моде для взрослых, но а также и в детской, да, тематике. Вот расскажи, главная проблема – выпускные. Что актуально и как грамотно, стильно и красиво подготовить своего ребенка к выпускному? В первую очередь, прежде чем пойти выбирать платье для девочки, мы рассматриваем девочек, да, это самый сложный вариант. В первую очередь платье должно нравиться девочке. Да. Ваша задача как родителя, и чтобы это было стильно, нужно вовремя останавливать свою девочку, чтобы она не уходила слишком в розовые бантики и так далее, чтобы не превращалось ваше платье в торт. У меня такой вопрос возникает. Вот ребенку нравится, а родителю нет. Такое бывает. Что тогда бывает, да. Ну, нужно прийти к компромиссу, да, то есть если платье нравится ребенку, и оно в принципе не очень плохое, или там... То есть в принципе. То есть первый приоритет все-таки нужно отдавать ребенку, потому что он будет носить это платье, он будет чувствовать, он абсолютно должен себя чувствовать комфортно весь вечер. И все-таки его выпускной. Да, это его выпускной, черт возьми, да. И следующее, выбираем цвета. Выбираем цвета более такие постельные оттенки, более такие насыщенные, яркие, но немножко нежные. То есть не нужно брать избегаем кислотных оттенков и очень темных платьев, потому что все-таки это праздничное настроение. Следующее, мы всегда должны говорить «да» платью ярко плюс цветы. Ярко, если платье яркое, допустим, красное, зеленое, желтое, да, такие яркие оттенки, то убираем все лишнее. Бантики, стразы, эти все детали, мы все полностью убираем. Все достаточно, да? Да, за счет цвета. Допустим, вот очень хороший пример платья. Это легкое платье, шифоновое и с пайетками. Достаточно праздничное, но его можно также одеть на другие мероприятия. То есть она не будет лежать, она довольно-таки функциональная. Да, кстати. Его еще как дочь мне сегодня сказала: мам, я не хочу, чтобы ты меня одевала как принцессу, я хочу модно одеваться. То есть, если, допустим, девочка садовская, ребенок, да, после дошкольник, ее можно одеть как принцессу, да, то есть это актуально, это нормально. А допустим, выпускника 4 класса, девочки особенно, у них другое же, у них становление, мышление другое. Да. То есть, если она захочет платье принцессы, тогда вы можете одеть. Если она не хочет, тогда можно воспользоваться. Это вот платье принцессы, кстати, да. То есть здесь вот избегаем, видите, это вот хороший пример. Достаточно небольшое количество кружевов, небольшое количество страз, яркий, хороший, нежный цвет. Все. Ну, прям кукла куклы. Да, кукла-принцесса. И насчет выпускника 4 класса, то есть учитываем тоже мнение, можно воспользоваться, кстати, вот магазин Якутюрье, можно купить там фатиновую, сделать там очень стильную фатиновую юбку, одеть, допустим, топ с пайетками сшить, да, и это все, допустим, украсить джинсовкой и одеть белые кеды. Это будет вообще супер-пупер, и ребенок будет чувствовать себя немножко хулиганистой, немножко чуть-чуть взрослой, потому что она Это мне сегодня дочь глаз положила на это уже. Да, это просто шикарно. Я хочу тоже это можете тоже в таком любом, допустим, магазине, в том же Якутюрье купить отдельно бусы и нашить на любую джинсовку. Я думаю, она даже гулять в этом ходила. Не то, что хорошо, да, нынешним детям. Вот наше детство, я помню, мама мне купила, выбора-то не особо не было, мне не нравилось, боже мой. Мне приходилось в этом ходить на выпуск. Да. Кстати, еще у меня вопрос возникает не по поводу конфетных платьев, а по поводу как раз-таки кислотных платьев, когда после выпускных WhatsApp пестрит такими жуткими нарядами, совершенно вульгарными. Да, абсолютно. Вот сейчас, наверное, попросим показать, наверное, неудачные примеры. Да, неудачные. Это вот удачный пример. Ой. Вот. Это торт. Абсолютно неудачный Все лучшее пример. дело на себя, да? Все самое лучшее, все сразу. Это неудачный цвет, это абсолютно ненужные оборки. Причем их так много, еще и перчатки. Еще и перчатки. А мне нравится.
Так, мама, не выбирай дочке платье. Да, то есть вот это вот как раз из серии too much, то есть слишком всего много. Ну и вот такое вот нужно избегать. А у нас еще есть варианты, по-моему, да? Да, еще есть там было в Не, ну это золоте. хотя бы прилично, а то же бывает, что вообще ужас. Ну, бывает еще ужаснее, но это как бы вот пример, когда можно ошибиться. То есть ребенку может понравиться это платье. Да, потому То есть что она всего скажет, много. да, ой, стразы, цветы, цвет, мне все нравится. Если бы оно еще было розовым, это было бы вообще, А да? что касаемо этого платьишка? Это что платье, это супер. Ну, это красиво. Платье, классное платье. Здесь самое яркое и цветы. Это принт, да, то есть это самая вот одна из тенденций детской моды этого лета. То есть цветы и яркие цветы, это очень классно, очень хорошо. Хорошо. И здесь, видите, используются, допустим, ткани можно быть разные. Начиная от атласной ткани, заканчивая шифоновой, да, то есть цветы и яркий Я бы сама цвет, такое платье это прям надела. классно. То есть его можно тоже дополнить как и туфлями, так и кедами. Да, То вот есть как кеды к этому ребенку, платью будут да. классно. То есть Хорошо, а ребенок- следующее платье, Бем. это вот как раз платье яркое и без акцентов. То есть не нужны здесь никакие, это будет too much как раз, если мы добавим сюда там стразы, цветы, банты и так далее. тут Вот тоже это можно и кеды, и лаконично. туфельки, Можно да? ушки Да. одеть, ушки. Да, Все, я это всё поняла. Получается, лаконичность. мы выбираем либо яркий цвет, но минимум всяких Детали, да. Если яркий цвет, то минимум деталей. А, всё Абсолютно понятно. минимум. Потому что цвет играет. Да, а если хотите яркий цвет и какие-то детали, то должно быть платье яркое и принт цветочный. То есть мы не сами добавляем цветы, а чтобы А это можно было сюда ткань. цветок одеть на Да, голову? то есть если хочется прям чего-то добавить, то можно это Хорошо. Ну что, у нас есть уникальная возможность пригласить в студию потрясающих моделей и посмотреть на них варианты выпускных платьев. Давайте пригласим в студию двух девочек. Вперед. Вот они, две красавицы. Это вот Лицом туда. это мои Вот они, две модели. сегодня модели. Красиво. Откроем занавесу тайны. Это будущее поколение города женщин. Это дочь Анастасии Кондаковой, а вот рядышком стоит дочь Дарьи Анкехова. И Дочь вот они- Дарьянки, ты что же о себе в третьем лице? И вот поэтому сегодня мы решили на них показать варианты вот вечерних платьев. Бема, рассказывай. Платье Платье изумительное. платьев очень много на самом деле. И сейчас вот, если вы еще не купили платье, то сейчас самое время покупать платье, потому что можно купить по не очень дорогой цене, потому что уже все идет к главному вечеру дня, да? О, вечеру сезона, допустим. Платье, вот, хороший пример платья. Хороший, красивый, яркий цвет, но он нежный, то есть он не кислотный, не яркий. Много сетки используется. Еще хотела я напомнить, самое главное, при выборе платья, смотрите, чтобы оно не должно колоться. Да. Оно Да, не это должно очень колоться. Даже и подол платьев и так далее, они должно быть обработка обязательно. Натуральная ткань, ХБшная желательно. Или же, допустим, что-то мягкое должно быть. То есть вот это вот не должно колоться, здесь не должно колоться. То есть вот это кружева тоже должны быть мягкие. Это очень важно, потому что если платье красивое, но оно неудобное, то ребенку будет некомфортно целый вечер. Так, дальше, допустим, не обязательно одевать туфли. Если у вас длинное платье, допустим, или наоборот короткое, или какой-то дизайн интересный, можно одеть кеды. И, как я уже говорила, использовать такую штучку. Ну-ка, давай-ка оденем. То есть это уже такой современный вариант. Это Кеды уже и джинсовка. современное, да, кеды, джинсовка и вроде бы бальное платье. Но смотрите, как оно классно смотрится. И это действительно, мне кажется, стильно, я думаю. То есть Поверни девочки- спинкой. Милана, покажи. повернись спиной, покажи эту завесу из жемчуга. То есть это как бы Красота. деталь, которая дает, вот, играет, да? Еще. Допустим, это платье уже традиционное платье принцессы. Почему я выбрала это платье? Это цвет, во-первых, тоже нежный оттенок. Здесь детали используются, много их, но они незаметные, они дают такую, да? Такой вот принцессный, кукольный вариант. Да? Эти платья самые сложные для выбора, потому что легко выбрать платье, допустим, яркие и так далее. Да? Здесь главное вот, не переборщить. Вот самое главное, останавливайте себя и ребенка. Если вам кажется, что слишком всего много, то нужно как бы останавливать себя. Дальше... Еще парочку вариантов, Да, Бема, еще быстренько, парочку. времени Это, да. совсем мало. Это вот цвета. Самые главные цвета. Постель, немного сетки и избегаем вот этих вот колец. То есть
кольца вообще исключаем. Ну, все. Спасибо большое, Бема, за твои потрясающие советы. Я надеюсь, мамочки воспользуются именно твоими советами, и ваши девочки будут выглядеть просто потрясающе. Ну что, завершаем наш эфир мы таким праздничным настроением. Мы приглашаем в студию ученицу Насти Кондаковой, которая порадует нас замечательным исполнением классной, крутой и популярной песни. Девочки, присаживайтесь. Ага. Бемочка, садись. Toy